В нашей области было 14 летальных исходов среди медицинских работников. В работе вот, что он, как бы вот это чувство юмора, наверное, ему помогало как бы справляться вот с выгоранием. Очень много сцен, где с участием Олега Николаевича. Есть, где он стих читает, то есть у него очень хорошая память. Со всеми нашими врачами, не только рабочими, все медики нашей городской больницы, мы построили спортивный зал на территории своей больницы. жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен қос дәрігерге Қазақстанның еңбек ері атағы берілді. Олар пандемиямен күрес кезінде өз қызметін соңғы күндеріне дейін орындап, өмірден өткен батырлар еді. Абзал жанды дәрігерлердің есімдерін ел жақсы біледі. Олар Ақтөбе облыстық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасы бас дәрігері Қалихан Қозбағаров пен Ақмола облысының денсаулық сақтау басқармасы жанындағы Көкшетау қалалық көпбейінді ауруханасының бөлімше меңгерушісі Олег Исаев. Когда вот президент посмертно присвоил звание нашему Олегу Николаевичу Казахстанның еңбек ері, мы, конечно, были очень горды. Для нас это большая честь, хотя это, конечно, может быть, не стоит того, что вот человека нет, но хотя бы хоть что-то за его подвиг, за его вклад в тот период, в пандемию, когда вот на страже с такой инфекцией коварной никто не готов был, и вот, как сказать, за его вот это качество, самоотверженность, за его вот порядочность, что он не мог поступить по-другому, конечно, это для детей, в первую очередь для Олега Николаевича детей, это, конечно же, какая-то, может быть, немножко компенсация, что вот вошел Олег Николаевич в историю Казахстана, и что этим самым он показал пример для всех нас, что надо оставаться именно врачом до последнего, несмотря на то, что настал такой период, когда медицина не была готова к этой пандемии, но все-таки он не ушел со своего поста, то есть поста врача. Он как врач дежурно заходил реаниматологом и круглосуточно здесь находился в стационаре инфекционном. И он доказал своим примером, что вот из-за таких врачей, как он, как Олег Николаевич, и много еще других врачей, которые погибли в тот период, и не только врачи, но и медики, и медсестры, и что вот на таких страна и держится. В нашей области было 14 летальных исходов среди медицинских работников и около 1000 медицинских работников, которые заболели, неся свой профессиональный долг. Так и случилось с Олегом Николаевичем. Я уже не главный врач в это время был, я в конце 18-го ушел вот на вот эту должность. Вот, и видя, что началась эпидемия, был в городской больнице, мне мои коллеги позвонили: Серик Абдулович, зайдите, посмотрите, что у нас делается. Действительно, мы рапортовали, и власти наши, и управление здравоохранения, и все, что у нас очень хорошо, мы готовы, у нас низкая заболеваемость ковидом, мы выделяем финансовые средства, но на деле мы этого не видели. Я когда пришел в больницу, постелся в первый в реанимационное отделение. И работая там в отделении, я утром приехал в больницу, я приходил утром, я всегда начинал с приемного покоя, потом в реанимацию заходил, потому что там находятся тяжелые. Олег Николаевич в порванном халате, бахилы тоже такие же. Вот, ходил на посту. Больных было много. Он бросил семью. Не бросил, а оставил. И, знаете, сутками работал там. Сутками, потому что не хватало врачей, анестезиологов. Не было аппаратов наркозно-дыхательных. Вот, порой пришлось и самому расширять объем легких, что они только не делал. Он смело стоял. Когда я приехала, он-то был, как всегда. Он вот только один раз мне сказал, что он устал. Он-то был несколько дней уже, практически не выходя. Он до дома доходил, чтобы покушать, а его тут же опять вызывали. Начали люди умирать. У нас реанимация оказалась вся забита. И только тогда он позвал. Когда он просто уже несколько дней не спал. И когда я пришла, и когда я поняла, что насколько все серьезно, у меня только одно было выражение. Когда я первый раз увидела ковидную реанимацию,
Это было «оставь надежду всяк сюда входящий», потому что были люди на аппаратах. Он, как всегда, бодрый. Он не спал кучу дней, но он бодрый. Он ходит. Я через маску вижу, что он улыбается в очках. Говорит, все хорошо, все нормально. Медсестра на посту. Мы менялись, он должен был отдохнуть. И перед уходом он мне, когда мы прощались уже, я говорю, хорошо, отдохни, о себе позаботься. И вот он мне тогда сказал, ты будешь обо мне плакать? Но самое страшное случилось потом. Тогда как раз я и работала. Его привезли в 5 утра. И он мне спокойным голосом говорит, у меня, говорит, с вечера отек легких. Но я понимаю, что это все. О чем это говорит? И он дышит. У нас тогда мы больных поднимали с приемного покоя с кокчетавами, чтобы кислород получали. И он дышит, улыбается, говорит, я с вечера, ну, я там пил то. Я говорю, ты почему не приехал? И я думал, все пройдет. Он настолько был всегда мощный, настолько был здоровый, физически крепкий. Он не думал, что его что-то может сломать. Он был уверен, что все будет хорошо. И буквально ближе к утру у него была остановка. И когда я его качала, это громадный мужик. Его даже качать тяжело. И залезла сверху, качала. И просто я думала, что так быть не может. Как? Он же такой. И лежит вот этот большой человек, который больше этой кровати, и умирает. Тот, который, в принципе, в смерть не верил. Вот так. В любом возрасте тяжело терять своих родителей. Особенно таких родителей, каким был мой папа, наш папа с сестрой. Он был большой души человек. Он был душа компании. Он был отличным хозяином, семьянином, отцом, дедушкой, отличным работником, который всегда радел за свой коллектив, который никогда не боялся работы. И в любой трудный час он мчался на работу. Вот, никогда не подводил своих коллег. Вот. Мой папа, у нас с ним были отличные отношения, хорошие. Таких отношений только может пожелать любой. Мы всегда могли с ним и посмеяться, и поплакать, и вместе приготовить, и куда-то поехать, и вместе чем-то заняться, и по дому, и по огороду. Он был хозяйственным. Он всегда приходил с работы, никогда не ложился, всегда шел в огород, поливал картошку свою любимую, потом окучивал помидорчики, осенью он солил огурчики, приглашал нас всю семью на шашлыки, на окрошку, вывозил нас на озера. То есть у меня очень много детских, хороших, добрых воспоминаний о нашем папе. В трудной профессии средняя продолжительность жизни, вот они как-то во вредных условиях труда работают. Анестезиологи, наши рентген-служба, УЗИ, вот. Ну, по продолжительности жизни, хоть они и пьют молочко, у них как-то это, ну, видать, они к этому себя готовят, зная, что вот и спортом занимаются, побольше витаминов употребляют, гуляют, пытаются, ну, время в обрез. У нас на сегодня есть аллея медицинских работников, пока она так, это бесхозная, вот. Там действительно медицинские работники должны быть, где вот дипломированные медицинские работники, многие. Это она и называется аллеей медицинских работников. Вот, Олега, мы там, в этом сквере, вроде бы, ну, как памятник, что ли, небольшой сделали. Но я думаю, что вот таким героям, как Олег Николаевич, надо давать улицы, имена, чтобы молодежь наша училась.
молодежь просто заглядывалась на его работу. И помощь всегда в операционной, если что-то у кого-то, где-то вдруг неполадочка какая-то, ведь всякое бывает в жизни. Знали, что придет наш Олег Николаевич, как ледокол, корабль, и помощь окажет, и все будет у него все хорошо. С ним так было спокойно, потому что вот такой был человек. Умный, добрый, строгий, хозяин. Потеря невосполнимая. Тяжело говорить. Коронавирустық инфекциямен күресудің алғашқы күндерінен бастап ол өзінің кәсіби міндетін адал атқарды. Жұмыс орнында 12 сағаттан астам тұрып пациенттердің өмірін сақтап қалған. Өзінің адал жұмысының жоғары кәсіпқойлығының арқасында ол ажал аузындағы науқастарды құтқарды. Бірақ індет дендеп тұрған уақытта бұл өте қиын әрі психологиялық тұрғыда ауыр жұмыс болған. Специалист он был хороший. Трудно характеризовать его как специалиста, потому что, в большей части он был душой нашего отделения. Очень добрый, очень ответственный. Просто, великолепный человек. С ним всегда было легко и всегда было надежно. Мы знали, что он нас защитит в любой ситуации и поможет. Это, наверное, главное качество руководителя. Когда мы соприкасаемся в работе с анестезиологами, это всегда значит какая-то сложная ситуация, тяжелые пациенты. И вот он такой человек, который мог всегда приободрить, спокойствие вселить не только для нас, врачей, и пациентов тоже, глядя на него, они как-то находили в этом какую-то, защищенность, чувство защищенности. Сразу, что уверенности, что действительно будет помощь оказана. И как специалист он был очень грамотный. Мы проработали около 15 лет. В то время я в 2005 году, 30 сентября, пришел на должность главного врача городской больницы нашего города. Олег Николаевич в это время работал ординатором анестезиолого-реанимационного отделения. Молодой специалист. В 2000 году он пришел после окончания Семипалатинского медицинского института. Показал себя как талантливый, нужный специалист здравоохранения. Мы уже через 5-7 лет, когда у нас заведующий отделением ушел на заслуженный отдых, Олег Николаевича своим наблюдательным советом назначили на должность заведующего отделением, где он проработал до последних дней своей жизни. Нет в отделении в больнице людей, кто бы относился к нему как-то по-другому. У него было военное прошлое, он служил. Это, естественно, наложило отпечаток на его личность. И что было правильным, это именно отношение к мужчинам, отношение к женщинам, оно было совершенно дифференцировано. Он к нам потрясающе относился, мы его девочки были в отделении. Он дома готовил всегда много, готовил всегда вкусно и приносил нас, кормил. Он утром заходил, говорил: я вам сегодня блинчики напек, я вам сварил, я вам рыбку потушил. И все это всегда было красиво, с представлением. Настоящий мужик. Его можно охарактеризовать именно так. Многие не представляют его в жизни, даже вы о нем не знаете, как о человеке. Этот человек-скала, он был большой, сам по себе физически крупный мужчина, с спокойным выражением лица. Он был привлекательный мужчина. И время уже сколько прошло, 5 лет, до сих пор те больные, которые возвращаются, спрашивают: а где этот большой
русский мужчина. Он запоминался внешностью, вот этой выправкой, характером. В работе вот, что он, как бы вот это чувство юмора, наверное, ему помогало как бы справляться вот с выгоранием, потому что очень тяжелое у него отделение реанимационное. И вот он такой добрый человек. Вот его, как бы, он для меня является примером таким, каким вот должен быть человек в любой сфере. Таким добрым, искренним и заботливым. Вот его забота, это его, вот, он проявлял коллегам очень, как бы, ну и не только коллегам имеется в виду, и пациентам, но коллегам в особенности, вот что рассказывали его сотрудники, как бы, и мы сами, как бы, придешь к нему в отделение, в его ординаторскую, он всегда угощал, он еще сам любил готовить и всегда там приносил на работу и делился, как бы, чтобы вот, все хотел, чтобы все попробовали, и вот всегда угощал своих гостей в своем отделении. Мы или по струнке ходили, побаиваясь его, или просто от души могли прийти, несмотря на то, что он мужчина, а мы женщины, девочки. Мы могли прийти, поделиться с ним. Он всегда шел на помощь, всегда шел навстречу, помогал нам. Для него было самое главное – это дети. Вот у нас мамочки же мы все, у кого-то внуки, у кого-то дети. Если, не дай бог, что-то случалось, и ты к нему подойдешь, это стопроцентная была помощь, взаимовыручка. Всегда твердое плечо, мы ощущали все его. И как врач он был, мне кажется, великий человек. Олег Николаевич был такой товарищ, понимаете, он еще, я вот самое главное забыл сказать, он донор был. Донором был. И он мог стоять в одной руке, держать инструмент, аппарат, в другой руке, если нужна его кровь, его группы, его резус, он другую руку поставлял на поставку, и тому же больному переливалась его кровь. Вот, к сожалению, мы, врачи, анестезиологов, реаниматоров, говорим, медики закрытого фронта. Их не видят, их больные не видят. И очень мало благодарности в их сторону, потому что к ним приходят, когда больные поступают когда тяжелые. Но если плановые, они увидели перед операцией. Все, он дал наркоз, благополучно, прооперировали, все, отлежал порядочно в свое время, 2-3 суток. Все, хорошие показатели. Вот теперь. И он, когда в чувство приходит, больной уходит уже к другим врачам-хирургам, вот, врачам нейрохирургам, травматологам, акушер-гинекологам. Но вот их, которые впервые спасли, нет. В других странах, между прочим, всех уважают в первую очередь люди, пациенты, и ищут, чтобы пойти на операцию, они ищут врача, который даст ему наркоз, чтобы поговорить с ним. То у нас вот такого сегодня нет. Вот я говорю, это бойцы невидимого фронта. Принцип у него один – это чистота, порядок, своевременность. Он такой был пунктуальный, если 5-минутка 8:30, значит, когда звенит будильник 8:30, должна открыться дверь, и мы должны зайти. Другое время никак нельзя, настолько он был пунктуальный. У него вещи должны были лежать везде на своем месте, хоть в ординаторской, хоть где-то здесь по отделению. Вот это его был принцип. Строгость, чистота, порядок, исполнительность. Такой был человек. Олег Николаевич начинал свой рабочий день всегда с планерки, и на планерке у нас всегда была политинформация. Это была его как бы неотъемлемая часть рабочей жизни. Вот. Всегда утром он нам, помимо отчета по больным, мы отчитывались по плану, который у нас запланирован был на рабочий день. Всегда была политинформация, что происходило не только в медицине, но и во всем мире. Его интересовало абсолютно все. Поэтому мы всегда были грамотны в этом плане, несмотря на то, что мы много дежурили, смен много у всех. Поэтому мы всегда информированы были. Все, что происходило в наше время. Ну да, он был такой вот человек, разносторонне развитый, не пропускал, он сильно переживал
за наш город, за нашу больницу, за нашу страну. Он постоянно вот был в теме, вот постоянно был в теме. Я говорю, политинформация это было 100% занятие по понедельникам. 5-минутка, значит, все, мы все политически образовываемся, получаем образование. Ну, он всегда очень родил за больницу. Это его, он здесь еще рядом жил с нашей больницей. Он всегда как бы приходит, он пешком ходил, всегда приходил, всегда смотрит со стороны на больницу. Вот какие-то вот свои вот пожелания он всегда руководству доносил, что вот лучше сделать так-то, так-то. Он всегда как бы такой еще хозяйственный же человек был. И многие вещи, практические моменты он помогал как бы в этом плане, подсказывал всегда. Вот. А так, конечно, он душой болел за это, за нашу организацию, за свое отделение. Вот многие, которые аппаратуру, что закупали, это тоже с его подачи все это было. Он был хороший семьянин. У него было 2 дочерей и внуки, которыми он очень гордился. И, конечно, уже старенькая мама, которая жила в Семипалатинске. И он ежегодно брал отпуск, он еще охотником немножко был, вот, брал отпуск, съездить в семей, увидеть маму, помочь ей. Ну, была подготовка к зиме. Мама там давно жила, Олег сам оттуда. Вот. И оттуда приезжал уже вот такой, понимаете, настроение, увидел маму, посидел с ней, чай пил, обнимались, вот все, вспомнили детство. Вот. И с новыми силами уже приступал к работе. Олег Николаевич служил в рядах нашей армии. Вот. И он был не просто рядовым, а пришел сержантом. Вспоминаем только очень, стараемся, теплые, хорошие времена. Вот. Он общественник, всегда участвовал в спортивном образе жизни больницы, в общественном образе жизни больницы. Ни один субботник не обходился без него, он всегда был впереди. Он говорил как заведующий, так и все остальные. Поэтому примером был для всех не только в работе, но и за пределами работы. Очень компанейский, душа компании. Где он, там было весело. На работе, конечно, он был очень строгий. За как бы неформальной обстановки, конечно, за праздничными какими-то мероприятиями, новогодние праздники, корпоративы, там, конечно, он был совершенно другой. Он был, такой милый, добрый, нежный такой, так сказать, мягкий. Но на работе абсолютно менялся. Строгость на первом плане, дисциплина на первом плане. И требовательный. Очень хозяйственный. В отделении он подход имел ко всему по-хозяйски. Всегда относился, вот как будто это его дом второй. Практически так и было, потому что врачи постоянно дежурят, нехватка медицинского персонала. И он постоянно, конечно, был на работе. Программа в Минздраве тогда «Сегодня лучше ты, завтра все». 6 больниц в Республике Казахстан вошли в эту программу, в том числе по нашей области были мы. Вот. И среди городских больниц Республики Казахстан 212 больниц в городских мы всегда занимали 1-3 места по итогам года. Наша больница – это вот благодаря моим коллегам, благодаря моим собратьям. Вот такие люди, которые действительно от души работали, стояли на посту. Вот. И больному отдавали все. Все. Даже вот себя. Вот Олег Николаевич сгорел там. Конечно, если он отдыхал, ему времени не было, чтобы отдыхать, он отдавался больным. И сменами не только 24 часа, а 48-72 часа стоял. В отделении находился, потому что не было врачей, не хватало врачей. И не только врачей, но и всего другого. И он своим примером, спасая жителей, наших граждан, ушел сам. Сгорел на рабочем месте. Это мое личное мнение. Не столько надо учить, понимаете, полюбить надо медицину. Полюбить, тогда из себя получится хороший доктор, хороший врач. Сегодня, к сожалению, наши медицинские вузы, это вузы додипломного обучения, после дипломного обучения, не так поставили работу.
мягко говоря, слабо. Вот. Поэтому вот такие медицинские работники сегодня. Не хватает медицинских работников, искажают статистику. Понимаете? Вот в нашей области говорят, что 200 врачей не хватает. Да нет. Я сидел и руками все пересчитал. Только в нашей области надо около 700 с лишним врачей. Мы всегда своими силами организовываем концерты. И вот таланты каждого из нашего отделения участвуют таланты. И вот много у нас есть фотографий вот в архиве, где Олег Николаевич сам участвует в этих сценках и участвовал, и всегда был примером. То есть главная роль всегда была Олега Николаевича. Он такой юморной, он такой, знаете, несмотря на свою такую физическое, такое статное, такую физическую рост, он очень большой, у нас такой, на него тяжело всегда было подобрать размер медицинский, там ПЧК, в частности, на него прямо на заказ шили, потому что на него не было таких размеров. Он очень такой у нас был большой мужчина. И вот он такой вот большой, но такой вот прям вот участвовал активно вот в сценках, он не боялся юморить, он не боялся где-то быть на второстепенных ролях. Вот, в общем, очень много сценок, где с участием Олега Николаевича. Есть вот Кристина Рамазанова, вот тоже, наверное, вам уже показывала, наша заведующая. Есть, где он стих читает, то есть у него очень хорошая память, он наизусть знает многие поэмы, стихи, ну, вот такой вот разносторонний человек, поэтому уникален во всех отношениях. Олег Николаевич еще был и спортсменом. Вот. Он никогда не играл в волейбол, но мы создали свою волейбольную команду. И впервые, наверное, на территории нашей больницы с заброшенной котельной со всеми нашими врачами, не только рабочие, все медики нашей городской больницы, мы построили спортивный зал на территории своей больницы. И во главе со мной мы ходили, занимались. Сбили команду хорошую волейбол. И вот этот закон о труде как-то для медиков нет, надо укомплектовать медицинские организации медицинскими работниками, и только потом вот эти вот законы, все приемлемо. Они идут на смену, идут на работу, ну и не щадя свое здоровье, о себе не думая. Конечно, мы все так вот до 50, да, работаем, чтобы заработать, чтобы прокормить семью. А потом все, что заработаем, тратим на здоровье, чтобы обречь здоровье, приобрести здоровье. Ну, единственное вот такое, что здоровье не купишь, не продашь. Здоровье надо сохранить. И это много зависит от себя. Мы не говорим о здоровом образе жизни. Ол 2000 жылдан бастап 20 жыл бойы Көкшетау қалалық көпбейінді ауруханасында анестезиология және реанимация бөлімшесінің меңгерушісі қызметін атқарған. Олег Исаев ең жоғары кәсіби маман деп саналды. Ол тіпті үздік қазақстандық анестезиологтардың ондығына кірді. Әрбір ауыр науқастың өмірі үшін дәрігер соңына дейін күрескен. Дегенмен қауіпті індеттен өзін аман сақтап қала алмаған. Ол небәрі 53 жаста еді. Өз мамандығына соңғы деміне дейін адал болып, ерлік көрсеткен Олег Исаевтың жарқын бейнесі елдің жадында мәңгілік сақталмақ.